Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Республики Коми в 2021 году. Это одна из форм поддержки региона федеральным центром, пояснил в интервью «Республики» в Рио главы Сергей Гапликов, подразумевая, вероятно, некие финансовые вливания, которые положены субъекту-юбиляру. Александра Маркина сейчас расскажет о том, как республика идет к этому юбилею и какую именно дату мы будем отмечать через 6 лет. День республики для местных жителей – это всегда настоящий праздник. Веселье, гуляния, концерты, различные шоу, конечно, фейерверк. На главной площади Сыктывкара по традиции разворачивается масштабная ярмарка. Мастера из Коми и других регионов демонстрируют свои поделки. Уйти с пустыми руками отсюда нелегко. Продали больше половины, хлебушек берут очень хорошо. У нас в основном хлеб. Так что настроение отличное, все друг друга поздравляют. То, что жители Коми свой родной край любят и ценят, ни для кого не секрет. Здесь гордятся природными богатствами, лесами, полями, животным миром, восхищаются прославившими наш край олимпийскими чемпионами и находят удовольствие в малом, любуются заснеженными березами. Лес, пушнина, нефть, газ. Нефть, газ, олени, рыба. Усинск, наверное, с нефтью своей, которая 11% дает добычи. Природа южных районов, именно Коми. А вот со знаниями истории родного края у жителей Коми, мягко говоря, туговато. Из 3 десятков прохожих на вопрос, когда республике исполнится 100 лет, ответили верно лишь единицы. Коми? Да. Нет, не знаю. Ей уже больше 250 лет, если не ошибаюсь. В 2024 году. Именно поэтому известный Коми-ученый, доктор наук Игорь Жеребцов настаивает на том, что столетний юбилей республики должен подразумевать особое отношение к истории. Естественно, что юбилей столетний, да, он подразумевает какое-то особое внимание к истории. Это совершенно понятно, совершенно очевидно, наверное, для всех, не надо объяснять, почему. Соответственно, значит, что-то должно важное быть представлено учеными, историками. Не просто какой-то научный труд, который сами же ученые прочитают, и потом все остальные про него забудут. Да? Это должна быть какая-то книга, или, может быть, даже серия книг научно-популярных, рассказывающих о людях, которые вносили свой вклад в развитие автономии, о тех событиях, которые происходили. 22 августа 1921 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет принял декрет об образовании автономной области Коми с центром в Усть-Усольске. Впервые в истории почти вся территория, населенная коми-зырянами, была объединена в рамках одной административно-территориальной единицы. Важно помнить, что в 2021 году мы будем отмечать не столетие республики, а столетие национальной государственности Коми, существовавшей в разное время в разных формах. Коми автономная область, Коми ССР, Республика Коми. В новой автономной республике проживают не больше 180 тысяч человек, 90% из которых коми по национальности. Уже в январе 2022 года избирают первый состав областного исполкома. Лучшие политические и экономические умы начинают спор, как же развиваться столь перспективному региону. Административная карта республики с 2021 года менялась, причем неоднократно. Коми имела свой выход к морю, но это была территория тундры между рекой Печора и Полярным Уралом, непригодная для строительства морского порта. Позже республику и вовсе отрезали от Северного Ледовитого. Тогда же в состав Коми вошла территория нынешнего Усть-Цилимского района и Пышский сельсовет на Вашке. Любопытно, что на рубеже 40-х, 50-х годов в составе Коми АССР было 3 поселка, расположенных в другой части света, за Уралом, то есть в Азии. Их в 53-м передали в Ямало-Ненецкий национальный округ Тюменской области. Интересно также, что мечты о союзной Коми-республике будоражили умы многих. Ученые, политики и даже школьники того времени мечтали о величии родного края. Но наш регион, значительную часть своей истории, был все же отрезан от внешнего мира, в отличие от имевшей статус союзной республики Карелии. Кстати, скоро она тоже отметит столетие. Вековое событие отпразднует и Мариэл. В этих субъектах, как и в Коми, активно разрабатывается программа мероприятий, приуроченных к юбилею. Впрочем, задача номер 1 для наших властей – это работа над имиджем региона. Нам предстоит напряженная работа, в первую очередь нам, подчеркиваю, нам самим на территории, с тем, чтобы оправдать это доверие и за 5 лет изменить облик республики, с тем, чтобы действительно столетие прошло с широким размахом, и имело соответствующий позитивный, результат для территории.
столетию регион должен преобразиться, говорит новый руководитель республики. И предстоящую работу вовсе не напрасно называют советским термином «пятилетка». Это значит, что трудиться придется на совесть. Промежуточные итоги работы, кстати, будут подводить уже в следующем году, когда государственности Коми исполнится 95 лет. Александра Маркина, Павел Фетисов об истоках развития республики и грядущем вековом юбилее.